правду, ребятам сегодня не до сна. Открытие нового дома на базе пожарно-спасательного колледжа – событие знаменательное. Эти ребята сегодня виновники торжества. Под гимн России будущие защитники принимают поздравления и клянутся в верности своей родине. Клянусь! Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Клянусь! 20 смелых и отважных студентов пожарно-спасательного колледжа стали частью юноармейского движения. Каждым годом посвящение проходит все масштабнее. Поприветствовать всех участников и открыть площадку приехали официальные лица, в числе которых и зампред правительства региона Марьям Амриева. Оно имеет глубокий смысл, это движение, потому что, ребята, в рядах юнармии вы становитесь более ответственными. Вы будете готовиться стать не просто жителями страны, не просто гражданами, а гражданами, готовыми в любое время стать на защиту своей земли, отчизны и своего народа. Вот в чем главный смысл этого прекрасного, красивого движения. Я вас искренне поздравляю с сегодняшним днем. Вы очень сегодня красивые, подтянутые. На вас приятно смотреть. Поверьте, глаз радуется. И хочу вам сказать, что сегодня здесь хотел присутствовать глава Республики Ингушетия Махмуд Али Махшарипович Калиматов. Но в силу исключительной занятости у него не получилось прийти, и он просил передать вам от души слова приветствия, слова благодарности, что вы такие у нас активные, и пожелать вам успехов во всем. Будьте счастливы, здоровы, и Родина вас любит, ценит и надеется на вас. Ну, конечно, юноармейское движение – это детище министра обороны, генерал армии Сергея Кожухедовича Шойгу, поэтому мне, конечно, от лица и Министерства обороны Южного военного округа, где мы занимаем одно из почетных мест, и, конечно, хочу от лица военного комиссариата своего и Министерства обороны пожелать будущим защитникам Отечества. Я действительно, это и есть защитники Отечества, потому что юноармейцы – это одни из лучших молодых ребят, которые здесь стоят. Я надеюсь, в этом зале будут много желающих пополнить ряды. Это будущие наши защитники, это ребята, которые пойдут в армию, будут защищать рубежи нашей России, нашей маленькой Ингушетии. С вами ничего не страшно, поэтому мы можем спать спокойно. Удачи вам, успехов вам и самое главное, учитесь, потому что будущее только за образованным человеком. Мовсар Чахкиев – один из 20 ребят, которые прошли обряд посвящения. Юноша рад, что Дом юнармии открылся именно на базе колледжа, где он учится. О патриотическом движении он знает не понаслышке. Ранее я слышал, видел часто по телевизору, решил вступить, потому что, как бы сказать, нам проходили по курсам и спрашивали, кто хотел бы вступить в такие-то ряды, нам все объяснили. Я подумал, мне понравилось, я решил вступить. Нам сказали, что мы будем еще представлять нашу республику за рубежом, и хотелось бы себя показать с хорошей стороны. Сразу после торжественной части гости и ребята отправляются на экскурсию в небольшой дом, который оправдывает свое название. Здесь студенты продолжат изучать свои специальности, совмещая их с военной подготовкой. Центр даст юношам и девушкам возможность узнать о военной истории страны и региона, о ее полководцах и народных героях. Наши студенты, и у нас и руководитель, который еще со времен школ уже являлся активистом юнармии, мы поэтому его поставили командиром отделения, и уже с сегодняшнего дня будем начинать нашу работу. Плодотворную деятельность. Здесь будут проводить творческие вечера свои, совещания, свои собрания, будут общаться там. На протяжении 5 лет они участвуют в различных патриотических, экологических и благотворительных акциях, помогая своей республике и стране. И теперь у них появился свой собственный дом на базе профессионального образовательного учреждения. Рады этому событию и преподаватели. Состав нового отряда выбирали по особым критериям. Отбор этих студентов был в первую очередь, это желание самих студентов, в вторую очередь, это спортивная составляющая этих студентов, и в третью очередь даже мы учитывали успеваемость наших студентов
при критерии отбора. Мы в дальнейшем надеемся на плодотворную работу нашего Дома юной армии и также будем развивать этот Дом юной армии, чтобы в ближайшем будущем туда вошли не 20 студентов, а намного больше студентов, как и нашего колледжа, так и будем привлекать студентов других образовательных учреждений. К слову, новый дом юноармейцев открыли по инициативе и руководства колледжа, а вот затем, справятся ли новобранцы с миссией, будут наблюдать юноармейцы-старички. Ясмина Хамхоева получила заветный значок год назад, участвовала во всех мероприятиях и за это время ни разу не пожалела. Юноармейцем быть – это полезно в первую очередь для тебя. Ты развиваешься, умеешь общаться с людьми, у тебя появляется опыт как и в общении, так и различные навыки. Ты узнаешь очень много интересных людей. Также у тебя складывается мнение об обществе в целом. Также ты понимаешь, на кого ты хочешь поступить. Юнармия тебе дает многое. Даже при поступлении она добавляет тебе баллы, именно когда ты идешь в военный вуз. В Юнармии, несомненно, только одни плюсы. Я не вижу ни минуса, по крайней мере, за этот год я не увидела минуса, сплошные плюсы. Из 85 регионов России ингушское отделение находится в тройке лидеров по развитию юноармейского движения. Глава республики уделяет особое внимание развитию и совершенствованию уже созданных центров подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания. А потому у этих ребят впереди большие планы. Изучение географии, сдача комплекса ГТО, разборка и сборка автомата. Но и самое главное – виртуальный тир. Новый дом юноармейцев будет интересен не только мальчикам, но и девочкам. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.